Итак, из серии «Как слышать Бога». Первая проповедь была о двери. Вторая проповедь, о чем я хочу сегодня поговорить, это каналы или способы, как Бог разговаривает с нами, или канал взаимодействия с нами. Есть у вас варианты, через какие каналы Бог сегодня, каналы связи, какие сегодня Бог развивает, и какие сегодня Бог сам поддерживает каналы связи со своим народом? Есть варианты? Давайте, какие у вас варианты? Мы сравним ваши варианты с моими вариантами. Все, что вам понравится, или все, что у нас совпадает, будем об этом говорить. Первое, Слово Божие. Второе, дары Святого Духа. Третье, люди. Есть еще варианты? Дева Мария? Нет? А что? Ангелы? Нет? Сны? Это может быть что? Дух Святой кто-то сказал? Дух Святой. Кто-то сказал Дух Святой. Ну, спасибо. Понятное дело, но никто не сказал об этом. Есть как минимум 4 основных канала, по которым Бог поддерживает контакт со своим народом. 4 основных и главный из них – это Слово Божие. Если твои каналы, они не совпадают с самым главным, если твои каналы, они, или скажем так, вот эти вот связи, они идут вразрез со Словом Божьим, то я тебе могу сказать, эти связи тебя приведут не к тем голосам. Как минимум 4 вещи, о которых мы будем говорить. Первое. Бог говорит, и это самое главное, Он говорит через Слово Божие. Можешь со мной сказать Слово Божие? Это самое главное. Это начало, это во главе всего, и это то, с чем мы должны сравнивать любое слово, которое мы получаем, как нам кажется, с небес от Бога. Вторая вещь, или второй способ, как Бог с нами разговаривает, второй канал связи с каждым из нас, это помазание внутри нас, помазание Духа Святого. Когда ты принял спасение, когда ты сказал: Иисус, войди в мое сердце, это не просто были слова, на которые Он не отреагировал. Он вошел в твое сердце Духом Святым, Библия говорит. И внутри тебя влилось Божие помазание. Мы дальше об этом подробнее поговорим. Третье – это люди Божии, через которых Бог очень часто говорит в наше сердце. Это люди Божии, которые могут давать нам какие-то сверхъестественные наставления, направления, откровения, разного рода слова, которые могут повлиять на наше будущее. Мы об этом тоже потом отдельно поговорим. И четвертая вещь, это дары Духа Святого. Есть, я согласен, есть еще разные способы, через которые Бог может достучаться до людей. Если Он стучал через слов до людей, Он найдет возможность сегодня достучаться до тебя. Он найдет возможность сделать что-то для того, чтобы коснуться твоего сердца. Но вот эти 4 – это основные. И вот об этих вещах мы будем говорить. Итак, первое. Я хотел бы, чтобы мы открыли первое место Писания. Это 2 Тимофею, 3 глава, с 15 стиха. Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит: ты с детства знаешь Священное Писание. Есть у нас люди, кто с детства знает Священное Писание? Есть некоторые. Слава Богу за вас. Для вас это слово, тем более. Ты с детства знаешь Священное Писание, и дальше написано так: оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. И дальше так сказано: все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. Еще одно место Писания сразу же. Оно в синодальном переводе, я его прочту, потому что мне больше залетает, как оно звучит в синодальном. Здесь написано так, 2 послание Петра, 1 глава с 19 стиха. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, Петр говорит, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. О чем здесь написано?
Пока Иисус не придет, Он говорит, хорошо вы делаете, что обращаетесь к Библии. Хорошо вы делаете, что вы сегодня используете вернейшее пророческое слово, пока вы не увидите Иисуса лицом к лицу, то есть пока вы не умрете. Он говорит, хорошо делаете, что обращаетесь к этому слову для того, чтобы слышать от Него или принимать от Него какие-то пророческие слова, которым это слово и является. Здесь интересное слово используется. Вернейшее пророческое слово. Слово вернейшее, вот здесь греческое, я не смогу по-гречески прочитать, но сразу перевод вам прочитаю. Это значит крепкое, прочное, твердое. Это надежное, уверенное, непреложное и достоверное. Когда ты читаешь Слово Божие, и когда ты сегодня чему-то учишься из Слова Божьего, это самое твердое, самое надежное, самое основательное основание, если можно так сказать. Или самое главное основание. Непоколебимое основание, которое никто не сможет пошатнуть в нашей жизни. Основание, на котором мы можем стоять и чему-то постоянно учиться. И это самое главное, что Бог сегодня говорит своему народу. Это записано в Библии, это записано в Священном Писании. Друзья, я хочу вам сегодня сказать, самое главное, с чего ты начинаешь свой день. Да простят меня братики, харизматики, которые скажут, когда я утром просыпаюсь, надо быстрее молиться. Начинай читать вернейшее пророческое слово. Потому что лучше всего начать молиться, когда ты что-то уже услышал от Бога, когда ты что-то уже получил от Бога, когда ты уже какой-то голос Божий в ушах твоих прозвучал. Поэтому начинай свою жизнь, свой день с чтения Писания. Я сегодня выгляжу как брат, который чтит Писание, но это на самом деле так и есть. Каждый день я читаю Слово Божие. Я могу, знаете, о каких-то вещах могу не молиться месяцами, о каких-то вещах. Это не значит, что я месяцами не молюсь. Есть какие-то вещи, которые я часто вспоминаю в молитве. Есть какие-то вещи, за которые, например, я там могу вспомнить раз в месяц в молитве. Но каждый день я читаю Писание по одной простой причине. Это возможность для меня слышать постоянно голос Божий внутри своего сердца. Это постоянная возможность мое сердце направлять или, может быть, исправлять, в каких-то вещах корректировать ход моего духовного развития. Можете аминь на это сказать? Если ты сегодня хочешь слышать голос Бога Всемогущего в своей жизни, каждый день тренируйся, делай над собой усилия, чтобы тебе изучать или читать Слово Божие, читать Библию. Когда мы начинаем читать Библию, некоторые люди задаются вопросом, а как читать Библию? Лучше всего читать Библию, если ты вот вчера покаялся, лучше всего тебе начать Библию читать с Нового Завета. Потому что если ты будешь читать Ветхий Завет, то первые, может быть, 10 глав, первые, ладно, первую книгу ты еще прочтешь. Потом будет Исход, и потом понеслось Числа, Левит, Второзаконие, это все. Но когда ты читаешь Новый Завет – это слова Иисуса Христа. Новый Завет – это слова Его учеников. Новый Завет – это истории развития Первой Церкви. Новый Завет – это послание для таких же церквей, как и мы с вами сегодня. Это наставления, это слова, которые нас куда-то двигают, которые нас куда-то толкают, к чему-то призывают. Это все те слова, которые, когда мы читаем их в Библии, они начинают оживать для каждого из нас. Когда люди говорят, вот как Бог с тобой говорит через Библию. Знаете, я покаялся, как я уже говорил, в 93-м году. И тогда всем раздавали такие бумажные Библии со здоровенным белым крестом. Такая черная книга у меня была. Это даже не Библия была, Новый Завет. И мне сказали, читай от сих, то есть от начала, и до сих, до конца. И я начал читать. Я помню, когда я читал Евангелие от Матфея, я дошел до Матфея 5:44, да, я дошел до этого места Писания. И Бог начал со мной разговаривать. Кто помнит, что там написано?
там написано, любите врагов своих. Буквально это был первый или второй день моей встречи со Христом. Я не знал, как слышать Бога. И я не знал, что в этот самый момент, когда я читаю эти места Писания, когда я начинаю думать о своей жизни, я начинаю размышлять о своем окружении, я понимаю, что я ненавижу своих врагов. Я готов убить своих обидчиков. Я готов проклинать, если меня правильно научат проклинать. Тех, которые проклинают меня, но я буду сильнее в проклятиях своих. Я был готов так жить. Но когда я начал читать 5:44, я стал понимать, здесь Бог говорит, чтобы я изменил свое сердце. Я буквально в тот самый день, я стал говорить: Бог, у меня есть обидчики, которых я ненавижу. И Бог мне снова и снова, возвращая в это место Писания, Он сказал: прощай, благословляй, молись за этих людей, делай это на постоянной основе. С кем из вас подобным образом Бог разговаривал через Библию? Были такие ситуации в вашей жизни, когда ты едешь за рулем, когда ты разговариваешь со своей женой, когда ты, может быть, я не знаю, занят своими делами, и тут вдруг, как вспышка, вспыхивает то, что ты вчера или позавчера, или 10-го дня, там, 10 дней назад ты читал в Писании. Было с вами такое? Это Дух Божий, используя свою истину, используя свое Писание, вернейшее пророческое слово, Он разговаривает с тобой. Дальше, я помню, это были первые мои вот эти вот экспириенсы, первые мои переживания со Словом Божьим. Это были первые мои встречи с тем, как Бог разговаривает со мной через Писание. Я помню, я пришел к одному человеку, говорю: помолитесь за меня, я болею. У меня болезни есть. И он мне сказал: открой первое послание Петра, 2 главу, 24 стих. Я до туда еще не дошел. Надо было прочитать слишком много всего для того, чтобы уже в первые дни своего пути за Христом дойти до этого места Писания. И он сказал: смотри, что написано. Я открыл это место Писания, для меня оно было новым. И там было написано, что Иисус, когда Он висел на кресте, Он телом Своим заплатил за мои грехи. И там написано, что ранами Его я исцелился. Там написано: ранами Его вы исцелились. И этот человек мне говорит: смотри, Писание сейчас обращается лично к тебе. Писание сейчас, оно индивидуально для тебя говорит, что ранами Его не просто вы, какие-то абстрактные люди, а ты, Денис, ранами Его ты исцелился. И знаете, я совсем по-другому стал тогда смотреть на какие-то слова, которые были сказаны как обещания Господом Иисусом Христом, или как обещания, которые были сказаны для церквей в посланиях. Я стал это для себя принимать на своем уровне. Я стал это понимать, что это не для Ефесян написано, для Дениса. Это написано не для евреев, не для каких-то ребят, которые жили в первом веке, а для Дениса, который сегодня встретился с Богом, и Бог со мной разговаривает через это послание. Когда я прочитал это место Писания, 1 Петра, 2 главу, 24 стих, этот человек мне сказал: смотри, здесь написано, что ранами Его ты исцелился. Это Бог про тебя говорит. Я говорю: правда? Он говорит: да, правда. Иди домой. Он не стал за меня молиться, он говорит: иди домой и просто каждый день благодари Бога за то, что Он уже сказал про тебя, за то, что Он уже имеет волю свою для тебя, которую Он осуществил 2000 лет назад на кресте, что ранами Его ты исцелился. Знаете что? Через неделю буквально, может быть, дней через 10, он так и не помолился за меня. За меня вообще никто не помолился. Просто я принял это как слова, которые Бог произнес для меня, записанные в Писании. Когда ты читаешь сегодня Библию, где написано «вы», для них, для вас, где написано, может быть, в какой-то абстрактной форме, для ефесян, для филиппийцев, принимай это для себя, для меня. Это мое. Здесь Бог ко мне говорит, здесь Бог ко мне обращается. Это мое. Когда ты читаешь Библию, персонализируй ее для себя. Хорошо? Хорошо? Поэтому можешь смело подписать Танина Библия, я не знаю, Айнурина Библия, Алмаза Библия. Можешь подписать: это моя Библия, это мое слово, которое Бог для меня говорит. И знаете, я еще больше скажу. Когда-то я был в одной прекрасной церкви, где меня человек, который находился во главе этого служения, научил одной библейской истине. Он мне сказал: когда дело касается твоей жизни,
Вот это вот Писание, это основа, на которую тебе надо поставить всю свою жизнь. И вот, например, если у тебя есть какая-то сфера жизни, в которой ты не понимаешь, как себя вести. У вас есть такие сферы жизни вашей жизни? Есть такие сферы? Например, ты не знаешь, что делать там с женой. Ты не знаешь, что делать, не знаю, с деньгами, с родителями. Не знаешь, как себя вести с ними. Вот этот человек мне когда-то посоветовал, и это один из способов, который я сегодня называю тематическое изучение Писания или тематическое изучение Слова Божьего. Это то, что мы должны практиковать в нашей жизни. К примеру, я женился, вышла ты замуж. Для того, чтобы тебе сегодня делать то, что Бог тебе говорит как жене, не надо тебе просто по 14 дней поститься и говорить: Бог, ну скажи же мне, пожалуйста, что мне делать теперь с этим мужчиной? Бог говорит: я уже для тебя это все написал. Все, что тебе нужно сделать, это открыть поисковик своей Библии и забить тему, которая тебя интересует. К примеру, муж. Я муж. Вот муж. И ты найдешь все те слова, которые Бог сегодня говорит к тебе как к мужу. Что тебе нужно делать? И там ты увидишь, что мужья, любите своих жен. Опа! Господь, так ты уже мне сказал, оказывается, что мне с ней делать. Мне надо ее любить, как саму себя, заботиться о ней, греть ее, одевать ее, сделать все, чтобы этот человек был или переживал себя нужным, любимым. Чтобы он не хотел от меня сбежать к маме к своей или к бабушке к своей, откуда я ее, может быть, в свой дом привел. Или к другому дядьке, да. Или к другому дядьке сбежать. Это кошмарно звучит. Но из-за того, что мы не знаем, что Бог говорит по поводу каких-то сфер нашей жизни, мы живем так, как нам хочется. И получаем то, что нам не хочется. Когда мы живем так, как нам хочется, мы получаем то, что нам не хочется. Скажи своему соседу, это важная мысль на сегодня. Когда ты живешь так, как тебе хочется, ты получишь то, что тебе вообще не захочется. Потому что нашей плоти все, что нам хочется, это на расслабоне чилить, это просто вот, знаете, кайфовать по жизни. Завтра ты получишь ровным счетом не то, что ты хотел бы. Нужда, проблемы, трудности, бесконечные какие-то ссоры, распри в семье и тому подобные вещи. Друзья, вот, например, у тебя проблемы с финансами. Ничего страшного, что они есть. Ничего страшного, если ты болеешь. Ничего страшного, если есть какой-то грех даже. Ничего страшного в этом нет. Страшно, когда мы с этим соглашаемся. Страшно, когда мы с этим ничего не делаем. И первое, что тебе нужно сделать, открой Писание и выпиши себе своими руками, потрудись над этим, выпиши все, что Писание говорит на эту тему. К примеру, о деньгах, выпиши все, что Библия об этом говорит. Мне так прикольно, я когда слушаю некоторых ребят, они говорят: ну я не верю в то, что я должен давать постоянно десятину. Да ты красавчик! Ты просто красавчик, ты молодец, у тебя есть, знаешь, вот эта вот свобода выбора. Но просто тогда к Богу претензий не имей, когда завтра у тебя долги, они будут только нарастать в твоей жизни. Один парень, я слышал историю, он рассказывает: я даю Богу тогда, когда у меня вот на сердце возникает желание. Если бы я так жену свою любил, вот просто она мне там манты приготовила, я такой счастливый, сытый, наелся. Ой, люблю тебя. Все остальное время я бы просто даже не делал бы потугов над собой. Знаете, и этот парень говорит, к примеру, такие слова. Он говорит: вот я смотрю, некоторые люди постоянно дают, постоянно жертвуют, и в их жизни немного благословений. А я вот так вот по кайфу, когда мне на сердце Бог положит, я даю, я вижу, как Бог меня благословляет. И мне охота было тут залезть в этот разговор и сказать: брателло, ты даже не представляешь, какой Божий потенциал ты просадил. Потому что если бы ты был верен, вот представь себе, ты не верен, и сколько ты всего имеешь. А если бы ты был верен?
Представь себе, если ты не раз в месяц бы свою жену любил, а каждое утро просыпаешься и делаешь то, что Библия тебе говорит, любить свою жену. Представь себе, какая бы ответочка прилетела в твою жизнь. Она раз в месяц тебе манты готовит. А тут бы что было? Может быть, ты просадил свой потенциал, потому что ты знал Слово Божие, ты читал Слово Божие и не делал. А хуже всего, ты, может быть, жил так, как ты жил, и ты не знал Слово Божие. Вот это еще хуже. Когда верующие не знают сегодня Слово Божие, я считаю, это еще хуже, чем знать и не делать. Узнайте все, что... Узнайте, да, вообще-то да, лучше и знать, и делать. Тут невозможно решить, что лучше. Знал и не делал. Или не знал и не делал. Друзья, я хочу вас вдохновить. У тебя есть какая-то болезнь. У Бога ответ в Писании. У Бога ответ в Писании. Когда ты начнешь открывать все места Писания, которые говорят об исцелении, Бог начнет с тобой разговаривать. Бог оживит какое-то из этих мест Писания, и через это место Писания Он будет с тобой разговаривать. Знаете, я лежал с поломанной спиной и читаю Деяния апостолов. В очередной раз, я уже не знаю, сколько раз я это место Писания читал, но в тот момент я решил для себя, когда у меня была поломана спина, когда я имел перелом спины, как-то не по-русски. Когда у меня была поломана спина, я сначала денек-два себя пожалел, больше не надо. Я себя немножко пожалел, мысли всякие у меня были, почему это со мной, я вот не с ним, не с ней. Потом я остановился, сказал, все, хватит, я уже с дьяволом пообщался немножко, хватит. Я сказал, жена, пожалуйста, принеси мне из дома. Я не мог ходить, как вы понимаете, у меня была сломана спина, я лежал. Врачи мне сказали, что 80 дней я так буду лежать. Я сказал, жена, принеси мне, пожалуйста, Библию, принеси мне, пожалуйста, симфонию, принеси мне, пожалуйста, ручку и тетрадь. Люди сегодняшнего века, они не знают, что такое симфония. Но если на простой язык перевести, это поисковик. Поисковик по ключевым словам. И когда она мне принесла все эти книги, все эти ручки, тетради, я открыл слово «исцеление», слово «болезнь», все, что с этим связано, все синонимы, и я снова стал в Библии это перечитывать. И когда я дошел до этого места Писания, где в Деяниях апостолов написано о том, что Петр посещал разных людей, и он дошел до места, где лежал парализованный Эней. Помните эту историю? И этот Эней, сколько-то много лет, я уже точно сейчас не могу сказать, я не готовился, не читал это место Писания на самом деле, у меня спонтанно это появилось в голове сейчас. Но я понимаю, что читая это место Писания, Бог начал разговаривать. В тот момент я понял, что Бог начал разговаривать со мной. Когда Петр обратился к Энею и сказал, Эней, вставай и ходи парализованному. И Эней вскочил на свои ноги, и Библия говорит, он пошел. Я лежу в своей кровати, в этом национальном, это республиканская больница тогда называлась. Я лежу в этом хирургическом отделении, травматологическом отделении. И понимаю, Бог со мной сейчас разговаривает через эту историю с Энеем. Вот тебе смешно. Я просто понял, что слово «Эней» мне надо заменить словом «Денис». Вставай, Денис, Иисус исцеляет тебя. Вставай и ходи. У меня поломано 3 позвонка. И это Писание, оно каким-то образом ожило, чудесным образом ожило внутри меня. Мои мозги мне стали кричать, ты дурак, ты с башкой проблемы, ты сейчас натворишь вещи невозвратные, тебя там привезут в реанимацию, у тебя еще хуже все будет, ты безвозвратно там станешь калекой последним. Мои мозги, они кричали, но что-то внутри меня, как будто бы к моему духу прикоснулось это слово, и оно стало говорить, вставай, вставай. И невзирая на то, что я знал свой диагноз, что у меня 3 позвонка были сломаны, я сел на кровать, встал, я чувствовал боль. Некоторые говорят, ты, наверное, ничего не чувствовал, у тебя там была Божья анестезия. Ничего не было, я чувствовал боль.
Но так как это слово, оно звучало в моих ушах, оно звучало внутри моего духа, я просто начал ходить по палате. Потом я сказал: дорогая, спустись, пожалуйста, вниз. Она была свидетелем того, как я встал. Я говорю: спустись вниз, купи мне тапочки, мы закажем такси и уедем домой. Это была пятница, пятница. В пятницу вечером, или после обеда, врачей, слава Богу, в наших клиниках не было в то время. Спасибо тебе, Господь. Потому что они бы первые, кто меня остановили, осадили, сказали: ну-ка ты быстро в кровать, тебе еще 75 дней лежать здесь. Я встал и ушел. Когда я в понедельник вернулся, врач мне сказал: смотри, пацан, доиграешься, смотри, привезут тебя, и потом на каталочке всю свою жизнь проходишь. Я говорю: не переживайте, Бог мне сказал. Как мне Бог сказал? Бог мне сказал через Писание. Открывай для себя каждый день по поводу своих сфер жизни. Писание. Ты борешься с каким-то грехом, открывай все, что Библия говорит об этом грехе. Находи все, что Библия говорит, например, о финансах. Если ты сегодня хочешь прорваться в финансах, если ты хочешь хорошую семью иметь, знай все, что Библия говорит о семье. Сегодня Слово Божие – это вернейшее пророческое слово, через которое Бог обращается к нам, к нашим сердцам. И когда мы покорны этому Слову, мы будем людьми, слышащими голос Божий и делающими то, что Бог от нас хочет. И тогда победа будет за нами. Вау! Вау! Еще одно место Писания, мы закончим. Это известное место Писания. Иоанна 1 глава с 1 стиха написано так. В начале было Слово. В начале было Слово. Когда в начале? Когда еще ничего не было. Ни тебя, ни меня, ни человека, ни земли. Было Слово, оно было всегда. Библия говорит: Слово было с Богом, и Слово было Богом. Ты хочешь познать сегодня Бога? Слово в помощь тебе. Слово Божье. Здесь о Слове Божьем написано. Хочешь переживать Бога, встречаться с Богом? Слово Божье в помощь тебе. Дальше написано так: оно было вначале с Богом. Все, что существует, было сотворено через Него. И без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь. И эта жизнь – свет человечеству. Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу. Славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Здесь написано о том, что Иисус, которого мы хотим переживать, это живое Слово Божие. Когда я ем вот это Слово Божие, я читаю Писание, я изучаю Писание, я позволяю Иисусу проникать в мою внутренность, внутрь меня самого. Когда я этим Словом начинаю жить, это Слово начинает руководить и управлять моей жизнью и приносить соответственные плоды в мою жизнь. Если вы будете внимательны, и вы просмотрите во всем Новом Завете, все, что связано со Словом Божьим, это всегда связано с Иисусом Христом. Написано, что Он живое Слово Божие, что из Его уст сегодня исходит живое Слово Божие, меч, оно как меч горящий. Это Слово, которое сегодня в Его устах. Бери Библию, открывай сегодня от начала и до конца, например, Новый Завет, начинай прочитывать каждый год. Читай послания, читай Евангелие, делай их персональными лично для себя. Когда ты слышишь какие-то слова, которые Иисус говорит, делай их персональными для себя. Изучай Слово Божие тематически, находи места Писания, которые связаны с твоей сферой. Позволяй сегодня Слову Божьему говорить внутрь тебя. Я имел такую великую честь общаться с одним Божьим человеком, его звали Осмо Хаависто. Это человек... Да, это человек, я не знаю, может быть, он жив. Если он меня слышит, если он в подписчиках у нас, привет тебе, Осмо Хаависто. Но жена моя почему-то сомневается. Но знаете, суть в чем была у этого человека? Я однажды вез его в Каракол, и мы с ним вдвоем путешествовали 5,5 часов в одну сторону или 5 часов. И он читал, я смотрел до дыр затертую Библию. Там были подчеркнуты всякие места Писания, и он читал и перечитывал какие-то места из Писания. На финском языке он читал Библию. И мне так интересно было, я был верующий, наверное, лет 5. Я был пастор церкви. Как мне казалось, большой церкви. Ну, может быть, не 5, я уже, наверное, лет 7 тогда верующий был. Я еду и думаю, что он там в этой Библии находит? Он, наверное, уже 50 лет ее читает.
Он же уже, наверное, все знает. Я ехал, вот я реально просто над ним надмевался. И потом, когда я ближе стал знать этого человека, я видел, какая Божья страсть внутри него живет к Богу. И она проявлялась через то, что этот человек любил бескрайне Слово Божие. Он это Слово Божие до дыр зачитывал, он об этом Слове думал, он это Слово цитировал. Это Слово было для него самым главным и самым важным конституцией в его жизни. И однажды он мне сказал: Денис, хочу поделиться с вами одной истиной. Люди, которые вас окружают, служители, они дураки. Ну, как-то так, да, он сказал, если на русский перевести. Ну, давайте не так, дураки плохое слово. Они неразумные. Я говорю, что ты имеешь в виду? Некоторые из них серьезные ребята, пастора церквей. Он говорит, вот в этом-то их неразумие, как пасторов церквей. Все, что они делают сегодня, они услышат где-то какую-то проповедь и пересказывают ее в своем собрании. Но они не удосужились ежедневно кормить свой дух Словом Божьим, истинное Писание. И потом уже от духа кормить паству, кормить людей, которые их слушают. Он говорит, люди, которых я встречаю в последнее время, они для себя вывели простую формулу. Есть какой-нибудь там старший пастор какой-нибудь, или какой-нибудь известный проповедник, они слушают его, видят его, аудио берут или видео берут, смотрят какие-то вещи оттуда, что этот человек говорит, и просто потом пересказывают в своих церквях. Он говорит, это люди, которые так и не поняли важности кормить свое сердце, кормить свой дух словами Слова Божьего. Слышите? Сегодня люди, известные достаточно, они могут попадать в ересь. Я одного дядьку тут недавно слушал. И я думаю, Боже мой, что ты несешь, дорогой человек? Что ты говоришь? Ну, знаете, 1000 подписчиков. 1000 людей, но этот человек просто выдумал свою какую-то доктрину, которая не соответствует Писанию. Вот любые слова, которые вы сегодня слышите, любые слова, которые сегодня, например, говорят какие-то хорошие ребята, проповедники, там какие-то, может быть, известные проповедники, если это не из Слова Божьего, вот так возьми в кучу вот эти слова, этих откровений, выкини в мусорку. Аминь. Дядька этот, я помню, такую вещь задвигал. Он говорит, я вам говорю такое слово, что если у тебя жена, она старше тебя там на сколько-то там лет, это Изавель в твоей жизни. Я думаю, ну-ка дай-ка, мне интересно. Я открыл все, что связано с теткой Изавелью. Нигде Библия не говорит, сколько было ей лет, сколько было Ахаву лет. Нигде. И эти люди вырывают что-то, придумывают свои какие-то откровения, придумывают какие-то свои учения, и эти учения распространяют. И это куча вещей. Это я один пример рассказал. Про деньги, про отношения, о том, как должно быть в церкви, руководство в церкви. Люди вырывают это из контекста, вырывают это из каких-то своих собственных фантазий и преподносят это как откровение с небес. Но если это откровение сегодня не соответствует Писанию, возьми это откровение, вон туда, в мусорку, смело выкинь и не жалей об этом. Аминь. Слышите, о чем я говорю сегодня, друзья? Это так важно, чтобы сегодня каждый из нас, мы влюбились в Слово Божие, как в живого Иисуса Христа. Мы поставили Его на первое место в нашей жизни. Это конституция. Это самый главный голос или самый главный способ, как Бог сегодня разговаривает со своей церковью. Поставь это на первое место. Почитай Бога через чтение Писания. Делай все для того, чтобы тебе проводить время с Писанием. Если у тебя нет, или, скажем так, у тебя есть какое-то короткое время, у тебя вопрос помолиться или почитать Писание, читай Писание. И молись.